У новы год са старой эканамічнай няпэўнасцю. Куды ўрэшце прывядзе спрэчка Масквы і Менску аб паглыбленні інтэграцыі, як гэта даб'ецца на нашых краінах і нас з вами. У эфіры «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Альтернативы российской нафте. В 2017 году мы делали импорт для Белоруссии. Як ідуць перамовы аб пастаўках нафты для Беларусі ў абыход Расіі? Расійска-беларускі агульны рубель бліжэй, чым здаецца. Далеко не полное объединение налоговых кодексов там, и бюджетных систем здесь нужно. Што застаецца для аб'яднання грашовых сістэмаў саюзнай дзяржавы? Асноўная напружанасць паміж Масквой і Менскам зараз сыходзіць ад спрэчкі вакол умоваў паставак вуглевадародаў, якія ў сваю чаргу прывязаныя да гэтых дарожных мапаў. У нашай мінулай праграме мы казалі пра тое, што гэтая спрэчка адрозніваецца ад усіх астатніх, якія былі дагэтуль, таму што Беларусь адступала і ў выніку больш няма куды адступаць без крытычнай страты. Без серьезной потери экономического суверенитета. Спачатку Лукашенко казаў, што не бойтеся, няма ніякіх... Да, только экономические вопросы там обсуждаются, ничего страшного нет. Вот што ён казаў канкрэтна. Няма ў нас праблем з суверэнітэтам. Нават у гэтым кантэксце не абмяркоўвалі гэтую праблему. Мы заходзім з таго, што сёння ёсць дзве дзяржавы. Потым праходзіць колькі месяцаў. Оказывается, что по итогам таких неудавшихся длительных раундов нескольких переговоров, уже в большом интервью Венедиктову, главному редактору «Эхо Москвы», почти двухчасовом, президент неожиданно признает таки, что существует, все-таки 31-я дорожная карта, которая... И вот что он конкретно сказал? Ёсць так званая 31-я карта, 31-й план. Вы таксама пра яе казалі. Гэта план будаўніцтва наднацыянальных органаў, парламент, магчыма, прэзідэнт будзе і іншае. Мы наогул на гэтую тэму з Пуціным дамовіліся не размаўляць. Здесь два основных вывода можно сделать. Во-первых, президент так усердно и долго и несколько раз отрицал то, что обсуждается вопрос какой-то политический, какой-то несущий угрозу суверенитету, что в конце концов начинаешь думать о том, что все-таки этот вопрос таки обсуждался. Просто он тем самым говорит о том, что мы не хотим идти на эти уступки. Вот. Ну и плюс, действительно, похоже, что существует какая-то у России дальняя цель. Я думаю, что это не по непонятной причине, но постоянно годами возникающая идея в конечном счете введения единой валюты, будь то это российский рубль, будь то общий или что-то еще, создание единой валюты. Итак, калі допустить, что Россия ставит себе долготерминовую мету российский рубель и наднацыянальные органы, то становится зразумелым, чаму у выніку ничего не подписали. Хотя еще в Новом годзе здавалася, что все вырашено, Лукашенко сказал, все домовлено, идите домовляйтесь. Да. Это было совещание буквально 31 декабря, совещание с руководством нефтехимического комплекса как раз на тему поставок. Александр Лукашенко даручыў у бліжэйшыя гадзіны завяршыць перамовы гаспадарчых суб'ектаў Беларусі і Расіі і заключыць кантракты на пастаўку нафты ў краіну з мэтай забеспячэння бесперабойнай работы двух нафтаперапрацоўчых заводаў. На гэтым фоне Менск зноў рэанімуе ідэю альтэрнатыўных паставак нафты. Таксама кіраўніком дзяржавы дадзена даручэнне забяспечыць ужо ў бліжэйшыя дні пастаўку нафты з альтэрнатыўных крыніц. Перш за ўсё размова ідзе аб пастаўках чыгуначным транспартам з партоў на Балтыцы, а таксама аб задзейнічанні для альтэрнатыўных паставак нафтаправода «Дружба». Дарэчы, гэты рашучы намер забяспечыць беларускі МПЗ альтэрнатыўнымі пастаўкамі нафты гучыць ужо ў 9-й раз за апошнія 18 гадоў. Упершыню ён прагучаў у 2002 годзе. А наколькі рэалістычна гэта цяпер, каб даведацца гэта, мы адправілі нашых журналістаў ува ўсе канцы свету, адкуль нам можа паступіць вуглевадародная сыравіна. І першая справа, вядома ж, у Москву. Группа компаний «Сафмар», принадлежащая семье Гуцериевых, на данный момент единственная, кто поставляет нефть в Беларусь. Почему и на каких условиях мы попытаемся узнать в офисе акционерного общества «Руснефть» нефтяного актива «Сафмара». Афіцыйны каментар на камеру там даць адмовіліся, але па тэлефоне пацвердзілі, што Мінэканомікі Расіі дало ім дазвол пастаўляць у Беларусь абмежаваную колькасць нафты. Поставляем согласно графику, который нам предоставили Министерство Российской Федерации энергетики. Около 750 тысяч тонн должно быть поставлено в январе. Из них 100 тысяч тонн по железной дороге.
А дальше уже будет, как будет график Министерства энергетики Российской Федерации. 750 тысяч тонн на месяц – гэта удвая больш, чым беларускія НПЗ атрымлівалі для перапрацоўкі ў апошнія гады. Да таго ж, графік усяго толькі на месяц. Якая ж сітуацыя з альтэрнатывамі? У 2011 годзе Беларусь атрымлівала сыравіну з чарнаморскіх партоў Украіны па трубаправодзе Одесса-Броды. За моей спиной нефтегавань Одесского морского порта. Здесь берет свое начало нефтепровод Одесса-Броды. По нему в 2011 году в Беларусь прокачивалась азербайджанская нефть, а доставлялась она сюда по морю танкерами. В данный момент нефтепровод не используется. На аглядную будучыню, аднак, гэты вариант не разглядается. Насколько мне известно, на сегодняшний день таких запросов нет пока что, но в прошлом году, а именно в декабре, была рабочая группа, к нам приезжали коллеги из Беларуси. Да, в 2019 году. И обсуждалась вот такая возможность. Тогда Укртранснафта там рассматривала два варианта, но для того, чтобы уже начать какую-то работу о реальных поставках, это нужно начинать эту работу за год. Чыгуначные поставки праз Украину у непосредственной перспективе таксама не плануются. В этом году мы не получали еще запросов. Последний запрос, который у нас был по организации перевозки нефти транзитом по территории Украины в адрес белорусских нефтеперерабатывающих заводов, был у нас в начале прошлого года. Напярэдадні Новага года Лукашенко казаў, што яму прапаноўвалі пастаўляць нафту палякі, развярнуўшы для гэтага польскі ўчастак трубаправоду «Дружбы». Але сыходзячы з адказу, атрыманага намі ад польскага аператара нафтаправоду, кампаніі «Перн Прыязнь», гэта хутчэй за ўсё фейк. Існая тэхнічная інфраструктура трубаправоду «Дружба» прадухіляе магчымасць паставак на ўсход без парушэння дзейных кантрактаў. Больш перамоўнай актыўнасці наш корэспандэнт Зміцер Міцкевіч зафіксаваў у краінах Балтыі. Мы знаходзімся ў тэрмінале Клайпедас-нафта ў порце Клайпеды. Менавіта сюды можа прыбываць нафта для далейшай пастаўкі ў Беларусь. Выканаўца абавязкаў дырэктара нафтаналіўнога тэрміналу Клайпедас-нафта заявіў, што патэнцыйныя пастаўкі з беларускім бокам ужо абмяркоўваюцца. Неоднократно мы это делали. То есть импорт нефти для других клиентов. В 2017 году мы делали импорт для Белоруссии. Гаворка, верагодна, пра адну пробную пастаўку ў Беларусь іранскай нафты, пра якую пісалі СМІ. Але ў перспектывах імпарту нафты па трубаправодах, якія злучаюць Наваполацк з літоўскім Мажайкяем і з латвійскім Венспілсам, па-ранейшаму зрухаў не бачна. Абедзве трубы належаць кампаніі «Латространс», блакуючым пакетам, у якой валодае расійская «Транснефть». І яна ўжо не дазволіла адзін раз Менску скарыстаць гэтыя магчымасці ў 2010-2012 годах, калі ў парты Балтыі паступала венесуэльская нафта. Тады яе вазілі чыгункай. Чыгуначныя маршруты праз Балтыю для Беларусі адкрытыя і цяпер. Мы размаўляем часто с белорусскими коллегами. Аккурат завтра я еду в Минск, где мы будем размаўлять с белорусской нафтовой компанией и с белорусской чыгункой. Пастаўкі нафты былі на парадку дня і актуальнага візіту ў Менск прэм'ер-міністра Латвіі. Але ўсе гэтыя перамовы носяць пакуль рамачны характар. Пра канкрэтныя даты і грузы альтэрнатыўнай нафты для Беларусі інфармацыі няма ні на водным з альтэрнатыўных напрамкаў. Паўнацэннага дастаўцу на сваім НПЗ Менск, падобна, дагэтуль не знайшоў. А значыць, надзеі для Лукашэнкі застаюцца перадусім на Россию. На самом деле вопрос этот не вопрос уровня хозяйствующих субъектов, это вопрос политический. И фактически именно это и подтвердил нынешний вице-премьер Дмитрий Крутой, бывший министр экономики, в интервью беларускаму телевидению. Пакуль застаюцца няўзгодненымі тры пытанні па газе, нафце і падатковай карце. Спадзяемся, што да канца года будзе нейкі кантакт на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, і яны вызначаць развязкі па гэтых тэмах. Аргументацыя бакоў зразумелая, але неабходна прыняць палітычнае рашэнне. То есть фактически о чем здесь сказано? Что из 31 дорожной карты осталось 3 вопроса, которые не урегулированы, но это, по сути дела, и есть самые важные вопросы. И когда он говорит о том, что аргументация сторон понятна, нужно принимать политическое решение, так аргументация сторон была понятна давным-давно. Проблема в том, что эта аргументация, эта позиция, они настолько разные, что не очень понятно, как ее можно сблизить на самом деле и Беларусь, и Россия. Да, і, дарэчы, многія эксперты выказваліся скептычна наконт увядзення адзінага рубля і наконт усіх гэтых дарожных мапаў, гаворачы пра тое, што это немагчыма з такімі рознымі эканомікамі, з такімі рознымі бюджэтнымі сістэмамі і падатковымі. Не можа быць ніякага бюджэтнага ўзгаднення, якое было да нацыянальнай валюты. А ці сапраўды это настолькі нерэальна?
Вопрос в экономической теории относительно интеграции на самом деле давно разработан. Существует несколько условий, которые должны быть в экономическом союзе, когда наличие единой валюты окажется выгоднее, чем несколько разных национальных валют. А менавіта тых перадумоў я бачу, Да, написал три. их три. Ну, я так обобщил на самом деле. Ну, первое, самое простое. Идеальная ситуация, когда у вас в странах, составляющих экономический союз, бизнес-циклы синхронизированы. Ну, то бишь спады и бумы примерно происходят одинаково. И тогда, в принципе, единая монетарная политика будет, в общем, для всех достаточно оптимальной. У нас так и есть, потому что мы нафтовая країна. Во многом так. Как я любил, да, шутить, мы тоже нефтедобывающая страна. Только Россия добывает нефть в земле, мы добываем ее в Кремле. Окей, другое. Самое важное – это мобильность рабочей силы. Речь идет о чем? Если у тебя в каком-то регионе возникает экономический спад, ну, соответственно, безработица должна вырасти. Твои затраты на пособие по безработице достаточно велики, но в случае, если возможна миграция этих безработных туда, где есть высокий спрос на работников, соответственно, эти издержки уменьшаются, то бишь риски для бюджета становятся меньше. Это примерно то, как у нас было в 2011-2012 году с будаўнікамі. Совершенно верно. Итак, две з неабходных трох перадумоваў для стварэння адзінай валюты у Беларусі и России есть. Остается третья. Да, и это как раз самый важный механизм, который обусловливает необходимое существование бюджетного союза, прежде чем вы создадите монетарный. Ну, для примера. Вот у нас, условно говоря, есть две страны, одна из которых находится в стадии экономического бума, другая находится в стадии экономического спада. Это когда вот это называется краина. Например, условно. Это в упросте инфляция растет так само. На самом деле, да, как правило, в ситуации экономического роста у вас существует повышательное давление на цены. Б падает в понижательное, ну, да, или замедляется. А вот теперь что происходит? Но при этом, если у вас единая валюта, номинальная процентная ставка, которая устанавливается Центробанком, она единая. Ну, например, где-то вот здесь она проходит. И теперь смотрим, что это означает для бизнеса. Для страны А эта процентная ставка слишком низкая. Вам хотелось бы сдержать эту экономическую активность. Вот она, реальная процентная ставка. С уликом инфляции. Конечно. Угу. А для страны, которая находится в стадии экономического спада, она слишком высокая. Ее нужно понижать для того, чтобы стимулировать деловую активность. Но это невозможно, потому что иначе вы будете еще сильнее разогревать экономику, находящуюся в стадии роста. Что это означает? Если у вас, еще раз, бизнес-цикл не согласован, вы находитесь в разных фазах, при этом монетарная политика не оптимальна для всех, ее место помощи стране, оказавшейся в тяжелой ситуации, должна занять бюджетная политика. Должны существовать механизмы перетока средств из бюджета страны, зарабатывающей больше, в страну, которая в данный момент теряет. Больше того, этот механизм должен быть не политическим, а автоматическим. Самый классический пример, вот этого нет совсем в еврозоне, собственно, это и было причиной кризиса. В Америке сначала тоже ее не было, но как этот механизм начинает работать? В 2013 году там ввели федеральный в Штатах, каждом из штатов, федеральный налог на прибыль. В ситуации экономического спада этот регион отдает в центральное правительство меньшую долю денег. Потому что у им меньше прибыль. Конечно, потому что ты объединяешь налоги, которые зависят от бизнес-цикла. Чем у тебя хуже ситуация, тем меньше ты платишь в общий котел. Но при этом ровно так же федеральными являются траты на поддержание, например, на пособие по безработице, на социальное страхование и так далее. В Украине, наоборот, податки вышэйшие, потому что прибытки вышэйшие. Сума податков, так. И яны эту большую сумму переразмерковывают в краине Б у якости социальных выплат. Совершенно верно. Совершенно верно. А им как раз у них как раз эти выплаты небольшие, потому что у них ситуация экономическая лучше. Балансуется тут экономичный рост, паскараецца, тут он запавольваецца и приблизно до адзінага выказніка. Совершенно верно. І гэтага у Беларусі і России пакуль няма. Але гэтага Россия вельмі хоча. Несомненно. Я бы даже сказал, что далеко не полное
объединение налоговых кодексов там, и бюджетных систем здесь нужно. Нужно просто возможность функционирования автоматического вот этого механизма компенсации различных фаз экономического цикла. Вот коли краину А мы назовем Беларусь, а краину Б Россия, то атрымаецца, што Расія імкнецца да того, каб быў створаны адзіны нейкі падатковы орган, в які будуць ісці падаткі ад прыбыткаў з абедзвюх краінаў. И из него же должны финансироваться совершенно верно. Совершенно верно. То бок реально атрымліваецца, што до 22 году тэарэтычна, калі взяцца за это, унификовать бюджетные системы дастатковым узроўні, каб зрабіць адзіную валюту? Не думаю, что на самом деле 2 года здесь хватит, но, честно говоря, я и не думаю, что это настолько какая-то уж совсем необозримая задача, если ей задаться и поставить эту цель. В прошлой передаче мы говорили о том, что, несмотря на все отрицания возможности объединения налоговых систем, какого-то создания бюджетного союза, тем не менее, похоже, что власти начинают готовиться к последствиям того, что может возникнуть в результате этого объединения. Мы говорили об этом на примере совещания, посвященного развитию табачной отрасли. Это вопрос акцизов. Но есть же еще один важный акцизный товар для государства, а именно алкоголь. И фактически буквально недавно на кадровой своей нараде президент анонсировал возможные изменения в организацию алкогольной отрасли. У сферы вытворчасці моцных алкагольных напояў наступаюць няпростыя часы. Магчыма, зменіцца структура кіравання гэтай галіной у плане вытворчасці і продажу. Але калі на гэта пойдзем, мы павінны захаваць лепшыя якасці нашай старой сістэмы. Дзяржава ні ў якім разе не можа сысці з гэтай сферы. Знаешь, есть такое понятие чувствительные товары. Вот когда происходит обсуждение изменений какой-то политики во внешней торговле, ну, будто это вступление в ВТО, будто это как раз переговоры о дальнейшей интеграции, всегда стороны демонстрируют, что для них является принципиально важным. Фактически президент для себя тем самым продемонстрировал, какие товары он считает чувствительными в этом вопросе. Тютюнь, алкоголь, фарма. А что их объединяет на самом деле? Ну, прежде всего, это то, что это жестко контролируемая государством отрасль. Второе, это то, что... великий наполняльник бюджета. Несомненно. Больше того, я бы даже сказал, что еще особенно важно, это отрасль специально лицензируемая. То бишь, это сферы деятельности, которые не просто контролируются государством, туда еще допускаются очень особые люди, ну, скажем так, особо приближенные к императору. Добре, так у выніку як это все паўплывае на кошт пива, виски, горелки? Я думаю, что скорее здесь вопрос идет о том, что любой акцизный товар, вообще сам механизм акциза, он же вовсе не для того, чтобы деньги собирать в бюджет, а на самом деле скорее благодаря изменению цены ограничивать потребление этих товаров. Но не в нашем выпадке. Похоже, что да, у нас совершенно противоположная задача. И мы, в принципе, об этом говорили еще в прошлой передаче касательно табака. А что конкретно? То, что задача состоит в том, чтобы обеспечить сбыт своим производителям. Лукашенко на той же самой нараде выказаўся ізноў адносна коррупции. Да. В связи с чем? А это получилось совершенно непроизвольно, потому что фактически новый глава Белгоспищепрома пришел на место старого главы, который покинул свой пост из-за коррупции в холдинге Минск Кристалл Групп. Ніякага прабачэння за карупцыю службовых асоб і іх начальнікаў не будзе. Гэта сігнал нашым кіраўнікам. Калі твой падначалены жулік, то ў мяне ўзнікаюць адразу пытанні да кіраўніка. В который раз хочется сказать: Александр Григорьевич, хорошо бы, чтобы вы сами следовали своим же собственным наказам. Потому что ведь, подождите, а кто же их ставил на эти должности? Кто же является окончательным руководителем, у которых подчиненные оказались жулики? Нет ли вопросов относительно кадровой политики здесь? Но еще более интересным является то, что раз был упомянут бывший глава, а что было сказано про него? Экс-кіраўніку Белдзяржхарчпрама трэба знайсці моцны раён, каб той даказаў свае кіруючыя якасці. Страціць, вядома, яго нельга, але і прабачэння не будзе ні аднаму міністру, ні аднаму кіраўніку за яго падначаленых, асабліва ў сферы карупцыі. Погодите. То бишь, а в чем тогда как бы наказание? То есть человек, получается, совершает должностное преступление, его снимают с должности,
но при этом скамейка, кадровый резерв настолько короткая, что давайте его устроим еще куда-то. Его таланты руководящие не должны пропасть. А в чем тогда борьба? Вот в этом вот перемещении с места на место? Выглядит все таким образом, как будто отсидка, нахождение там год-полтора в заключении, это как такой своеобразный институт повышения квалификации руководителя перед направлением на другую руководящую должность. Я бы даже больше сказал, что как же так интересно получается, что в результате 25 лет борьбы с коррупцией случаи, с которыми вам приходится бороться, становятся все более вопиющими, все более разветвленными и все более наглыми. А чему? А я думаю, что ответ очень простой. Потому что на самом деле мы в стране не боремся с коррупцией. Мы боремся с коррупционерами. Представим себя на месте вот такого чиновника. Он рассчитывает на то, что если риски персональные не слишком велики, то в принципе, ведь мы же понимаем, да, как это работает. Его доход естественным образом является платой за риск, который он несет. В случае, если государство начинает задирать для него персональные издержки, не зменшаючи магчимости. Абсолютно верно. То к чему это приводит? Коррупционная премия вырастает. Раз. Вырастает побор, но что еще особенно интересно, поведение этих чиновников начинает меняться. Ну, я бы сказал так, в экономической литературе есть такой термин стационарный бандит и кочевой бандит. Одно дело, когда коррупция является, ну, что называется, таким смазочным механизмом в экономической системе. Позволяет решать, как у нас принято говорить, вопросы быстрее. Это означает, что чиновник рассчитывает, что он будет долго, предсказуемо получать вот этот вот, ну, некий рентный, как я уже сказал, доход благодаря своим собственным решениям. Если же он понимает, что срок его заработка сокращается, у него горизонт планирования уменьшается, он начинает действовать по принципу не я выстрою такую систему, чтобы она работала долго, а мне нужно сделать так, чтобы украсть как можно больше и как можно быстрее до того, как меня поймают. До речі, що тычыцца коррупцыі, мы акурат у апошнім выпуску перадачы «Давайте разбираться» расследовали тое, як адбываюцца гэтыя схемы ў сістэме ЖКХ. І ў іх паўсюдна вельмі часта завышаюцца ў разы кошты пры закупках для падтрымання інфраструктуры. І гэтыя схемы з явнымі прыкметамі коррупцыі, бо тэндеры маніпулююцца на карысць аднаго самага дарагого падрядчыка, але сілавікі за тым нічога не могуць зрабіць, бо просто не ловили их на конкретной передаче грошей. Да, но помимо простой коррупции в ЖКХ еще есть одна интересная вещь, которая связана с абсолютной непрозрачностью формирования тарифов на их услуги, в первую очередь, как считается себестоимость этих самых услуг. И ничто так хорошо не иллюстрирует вышесказанное, как, например, тариф, так называемый, который обеспечивает стопроцентное возмещение затрат на оказание услуг газоснабжения для населения. То есть тот, который в сущности и есть официально полная себестоимость этих самых услуг. Никаких там субсидий нет и так далее. Казалось бы, эта себестоимость должна расти пропорционально стоимости газа и никак больше. Однако, если мы посмотрим, например, сравним с 2016 годом, почему? Это первый год, когда это сравнение возможно из схемы платы НДС, которую раньше платило государство за нас, теперь мы сами. И увидим, что на самом деле цена для газа для страны была $144, плюс наценка «Газпромтрансгаза» для газоснабжающих организаций $16, а для населения вот этот тариф полный стоил $196. В нынешнем январе, и тогда тоже был январь, стоимость газа для страны $127, наценка «Газпромтрансгаза» $20, однако тариф для населения уже $209. Так вот, если мы сравним получаемые цены на газ и те, которые выставляются населению, раньше в 2016 году наценка составляла 22%, а сейчас она 42%. В 2 раза больше. Откуда? Каб не пропустить новые выпуски «Экономики с Чалом» на Белсате, подписывайтесь на канал Белсата в YouTube и вступайте в группы Белсата в социальных сетях. С вами был Сергей Чалы и Стась Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.